Коми наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий. По данным правоохранительных органов, за последние 7 месяцев увеличилось количество аварий с участием велосипедистов и мотоциклистов, в том числе несовершеннолетних. Автоинспекторы напоминают взрослым и детям о правилах дорожного движения, которые лучше не нарушать. С 9 по 15 августа в Интинском округе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист-велосипедист», направленное на предупреждение ДТП с участием водителей двухколесного транспорта. В последнее время интинцы стали активно использовать современные средства индивидуальной мобильности в городской среде. На самокатах, скутерах, моноколесах, электровелосипедах люди катаются во дворах и на дорогах. При этом некоторые устройства должны соответствовать требованиям, и для использования их необходимо наличие специального права управления транспортными средствами соответствующей категории. Хотелось бы напомнить всем любителям такого вида транспорта, что все, что свыше 250 Вт номинальной мощности, скорости более 50 км в час, это необходимо иметь категорию М, то есть мопед. На мопеде вы должны быть в шлеме, соблюдать скоростной режим, двигаться по правой полосе движения, соблюдать минимальные требования, предъявляемые к водителям данных транспортных средств. То есть это при пересечении перекрестков руководствоваться прежде всего дорожными знаками, светофорами, при отсутствии вышесказанного правилам правой руки. Необходимо также предоставлять преимущество пешеходам на пешеходных переходах, также необходимо предоставлять преимущество пешеходов при повороте на пересечениях проезжих частей. Зачастую наблюдается картина, что самокат едет у нас по тротуару, просто летит, можно сказать, по тротуару, вылетает, выезжает на проезжую часть, водителю просто нет возможности остановить свое транспортное средство, потому что весовые категории транспортных средств самоката и машины, естественно, это разные, не надо быть тут инженером. Хотелось бы опять-таки привлечь внимание к этому моменту, чтобы у нас не получились, чтобы мы не допустили тяжких последствий. В то же время обращаю внимание родителей при приобретении данного вида техники, мототехники, электротехники своим детям необходимо вновь неоднократно, каждый день, чтобы это было как альма-матер, доводить до детей элементарные правила дорожного движения. Наблюдалась картина, спортивная площадка, подъезжают два мотоциклиста, ездят, вроде как бы турники, вроде для людей, для детей, в то же время мотоциклы портят покрытие. Хотелось бы тоже обратить внимание родителей, это последний из примеров, к сожалению, примеры такие имеют место быть, со всеми этими примерами мы встречаемся, проводим работу, беседу, но работа сотрудников госавтоинспекции не должна заключаться только в них самих. То есть это комплексный подход к разрешению той или иной проблемы, связанной с несовершеннолетними. Это и педагоги, это и родители, это и сотрудники полиции, и все, кто окружает данных детей. У нас на территории роста не наблюдается. Мы пытаемся все это спрофилактировать, пытаемся донести все-таки через СМИ, через интернет, путем очных встреч, путем собраний, путем круглых столов. На постоянной основе у нас проводится работа с детьми, инспекторами ДПС. То есть на маршрутах патрулирования они обращают внимание как до родителей, как до инспекторов ту или иную информацию, которая связана с движением детей в границах проезжей части. Сотрудники госавтоинспекции напоминают о том, что водители двухколесных транспортных средств должны знать и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, которые регламентируют их передвижение по дорогам. Пешеходам тоже необходимо быть крайне внимательными и осторожными.